определить Рассохину Артему Владимировичу наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Исполнить колония особого режима без ограничения свободы. 13 лет тюремного заключения за убийство человека. Таков окончательный вердикт судьи. На скамье подсудимых Артем Рассохин, теперь уже осужденный за свое деяние, совершенное почти 7 лет назад. Работая на агропромышленном комплексе станицы Троицкой, он находился в вагончике местного сторожа. В ходе распития спиртных напитков Артем попросил у сторожа разрешения прокатиться на его автомобиле, но получил отказ. Именно это и послужило отправной точкой к дальнейшему сценарию развития событий этого преступления. Затаив обиду на знакомого, Рассохин решил отомстить ему и нанес несколько ударов тяжелым предметом по голове. При осмотре места происшествия и осмотре трупа установлено, что на теле потерпевшего были обнаружены многочисленные повреждения в области головы. И как установлено следствием, преступление было совершено с использованием орудия, а именно железного молотка. Преступление, ввиду неустановления лица, подлежащего включению в качестве обвиняемого, осталось нераскрытым, и на протяжении 6 лет следствие было приостановлено. Совершив убийство, Рассохин поспешил скрыться с места преступления, после чего был объявлен розыск. Но идеального преступления без улик, как известно, не бывает. Это в очередной раз доказали следователи Сунжинского следственного комитета. Внимательно изучив личные вещи преступника, оставленные им после совершения преступления, особый интерес вызвал предмет личной гигиены в виде зубной щетки. Казалось бы, незначительная деталь, но именно она и стала ключом к разгадке этого дела. С места происшествия среди предметов личной гигиены была изъята зубная щетка, на котором, значит, судья-эксперты обнаружили геном. Именно по этому геному было определено лицо, которое в настоящее время осуждено Сунжинским судом, это Рассохин Артем. Значит, он был таким образом установлен. На каждом из судебных слушаний, вплоть до оглашения окончательного приговора, в зале суда находилась вдова покойного. Все эти годы она и 2 ее дочери надеялись, что убийцу найдут и накажут по всей строгости закона. По словам Эссет, боль от смерти мужа никуда не уйдет. Но сегодня, наконец-то, справедливость восторжествовала. Su prigovora koji si neću utjehao, razmišljati s istijami, što je to? В истории особо тяжкого преступления, совершенного на почве бытовой ссоры, в 2013 году наконец поставлена точка. Помимо уже имеющегося срока, осужденный Рассохин получил еще 13 лет особого режима без права на ограничение свободы. Этот случай как доказательство того, что преступление не имеет срока давности. Михаил Тангиев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.